Вы на территории Республики Беларусь. Предъявите документ. Конечно. Правильный Василий. Внимательно видите, Что в сумке? Личные вещи. Показывай. Шнеля, шнеля. Молодец. Добро пожаловать в Беларусь. Оплот стабильности и безопасности. В стране людей сажают, я не знаю, как такое ощущение, что какой-то агроном перепутал людей с картошкой и сажает и окучивает, да. Роман быў напісаны, як вядома, больш за 10 год таму, але, на жаль, актуальнасць гэтага рамана яна не страцілася. Яна, наадварот, ён стаў больш актуальным, і гэтыя жудасныя падзеі, якія зараз адбываюцца ў нашай краіне, усе разумеюць, пра што я зараз кажу, ну, гэта страшна. Таму вельмі цудоўна, што ёсць магчымасць вось са сцэны паказаць, расказаць у такім мастацкім плане пра тое, што пра гэты жах, пра гэты концлагер, у які зараз наша краіна, стала наша краіна якім гэтым концлагером. Я из аэропорта приехал сразу сюда. Слушай, такое ощущение, что вас тут никто не летает. Там совсем мало людей. Кругом этот мрамор и холодно. И очень много полицейских. Они вели себя со мной так, как будто я преступник. И очень много полицейских. А зачем? На улице ведь все равно никого нет. метро остановка, чтобы это было реально один упал, а другая не просто остановила. Сейчас было очень собаки. В Минске у нас последние 2 недели мы вынуждены были работать у меня на квартире, потому что нам отказали почти все площадки, потому что мы как бы коллектив, который является закрытой темой, и многих, кто нам давал эту возможность, просто предупреждали о том, что больше этой возможности не будет. Я заберу его. Северное море, свежий воздух. Там ему не придется лежать в такой палате. Я не думаю, что ему там будет лучше. А палата такая, какая есть. Ну, у нас нет, к сожалению, в стране других палат, может, только у президента. Мы не экономим на них. Просто, понимаете, других палат в этой стране нет. Постановка неймовірно цікава тим, що, на мою думку, кожному з акторів є що грати, а по-друге, ми розповідаємо жахливу сумну історію, і нам важливо її дійсно розповісти, а не просто, щоб ми вийшли і щось зіграли. Це роман, який переробився у п'єсу, і мені здається, що він знайде все ж таки, ця робота знайде відгуки у серцях як українців, так і, звісно, білорусів. І я дуже хотіла, щоб білоруси зрозуміли, що ми тут не окремо від них, ми дійсно їх підтримуємо і ми дійсно разом. Це один персонаж, який перетворюється в абсолютно іншу особу. Тобто це така зухвала малолетка, яка поступово, скажімо, обирає для себе шлях міліцейського під керівництвом держави і, скажімо, стає зрадником народу. Да у них не было никакой освободительной священной войны. У них война была грязная, мерзкая и, по сути, гражданская, да? Гражданская. И помнишь, мы с тобой тогда еще спросили, а что, если начнется гражданская война? Пойдем ли мы воевать? А если пойдем, то за кого? Мы знаходзімся за межамі радзімы, мы не маем магчымасць туды прыехаць, таму што, ну, вядома, што ўсе эмігранты, хто зараз ехаў, яны ўсе, ну, такія, скажем, палітзняволеныя за мяжой, таму што мы не можам не прыехаць, не ўбачыць родных і нічога. Гэта па-другое. А па-трэцяе, роля ў мяне Стасіка, гэта галоўны сябар галоўнага героя Францыска. Гэта такое, ведаеце, на мой погляд, увасабленне беларусаў больш маладога пакалення 20-30 гадовых, якія стаяць на скрыжаванні
і якби яны ўсё разумеюць, што адбываецца, але зрабіць першы крок і сказаць слова не гэтай уладзе, на жаль, яны не могуць. І вось гэта такая таксама трагічная гісторыя, трагічная роля. Я тебе скажу, что вот так хреново, да, вот так хреново мы еще никогда не жили. Все сделано для того, чтобы туристы, которые приезжают там на день, на два, больше-то здесь делать нечем. Они подумали, что у нас все отлично, что они как на Западе, ну это же пыль в глаза. А вот бабушка твоя, вот сколько она зарабатывает в академии, сколько? Ну скажи, не молчи. Стыдно говорить, да? А сколько я зарабатываю в оркестре? Это же позор, блядь! А конца наша, конца! Циск, это, блядь, болото. Такое болото! А новости какие у нас, а? А новости у нас одни. Трава стала зеленее, надои молока увеличились, хоккейная команда президента переиграла лизоблюдов, которые приехали, блядь, для того, чтобы ей проиграть. Да, москали, да, вот с ними это дружба навек, они нам бабки дают на сигареты. Они таким образом поддерживают режим диктаторский, а он, блядь, сука, в новостях каждый день рассказывает, как же мы здорово живем, блядь, как у нас все хорошо. Большинство артистов, которые заняты в этом спектакле, и в Минске, и в Киеве, они действительно являются протестными артистами, которые считают, что перемены в нашей стране необходимы.